История России трагична и прекрасна, и каждый из многочисленных ее народов вписывает свои страницы в эту великую книгу. Летом 1914 года в Генеральном штабе российской армии долго думали, как их назвать. Вроде бы кавалеристы, но манера их верховой езды так отличалась от армейских стандартов. Назвать их казаками несправедливо и неверно. И тогда их назвали просто всадниками. И так в русской армии появилась Кавказская туземная добровольческая боевая единица. С легкой руки до шутливого слова тогдашнего российского главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Романова, вошла она в российскую историю как дикая дивизия. В состав этой дивизии были включены полки: чеченский, кабардинский, татарский, черкесский, дагестанский, осетинская пехотная бригада, батарея донских казаков, пулеметчики балтийские матросы и, конечно, полк ингушский. Они носили черкесские папахи, свои привычные шашки и кинжалы, и воевать отправлялись на своих конях. В Ингушетии нет ни одной семьи, чьи предки не воевали бы за Россию во всех войнах XIX и XX столетий. В Крыму бок о бок с матросами Павла Степановича Нахимова, на Балканах с солдатами Михаила Дмитриевича Скобелева, на сопках Манчжурии стремя в стремя с казаками генерала Самсонова. Ингуш Бейсер Бунху в 1877 году, защищая Шипку, воевали там ингуши. Там сегодня стоит памятник этим ингушам. Там есть их фамилии, имена. Они были награждены царскими наградами, саблями. Евлоевы, Шибиловы, Мальсаговы, Костоевы, Маматиевы, Боровы, Гайдаборшевы, Албаковы, Албагачиевы, Мержоевы, целые династии георгиевских и аннинских кавалеров, корнеты и вахмистры, полковники и генералы, а вместе всадники. И особую гордость горцев дикой дивизии вызывало то, что командовал ими брат Николая II, великий князь Михаил Романов. Легенды об отваге и лихости всадников дикой дивизии ходили по обе стороны фронтов Первой мировой. Нетрудно себе представить, что чувствовали стойкие и дисциплинированные германские солдаты, когда на их боевые порядки обрушивалась вот такая конная лавина. Интересно отметить высказывание известного генерала Врангеля, который, покоренный беззаветной храбростью воинов-горцев, называл их орлами, а атаки их даже называл
своеобразными. Потребил слово дерзкий, бешеный, нацеленный на результат, на победу. Однажды, в разгар боев в Галиции, ингушский полк в лобовой атаке на голову разгромил так называемую железную дивизию, самую боеспособную и грозную в кайзеровском войске. 25 августа 1915 года генерал-губернатор Терской области получил телеграмму от императора. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеской части, вооруженной тяжелой артиллерией. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников, в том числе русской армии. Передайте от моего имени, царского двора и от имени всей русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, сестрам, женам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим бесстрашным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им, хвала. С братским приветом, Николай II. Арчаковы, Бекмурзиевы, Гулиевы, Базоркины, Боровы, Картоевы. Джигиты дикой дивизии не сдавались в плен и никогда не оставляли на поле боя ни раненых, ни убитых товарищей. Русская революция 1917 года кровавым кошмаром, как кинжалом, рассекла надвое всю страну. И, возвращаясь на Кавказ, не думали всадники дикой дивизии, что разведет их российская история по разные стороны баррикад, поделит на белых и красных. И вновь придется воевать уже в России и умирать за Россию. Но до сих пор их потомки с гордостью говорят о том, что ингушский полк наотрез отказался расстреливать демонстрантов и забастовщиков в бурлящем Петрограде 17-го. Деникинцы, пройдя по всему Северному Кавказу, с боями через Кабардино-Балкарию, через Осетию, подошли к границам Ингушетии. Они прислали парламентеров, которые сказали: давайте, ингуши, вы народ небольшой, зачем вам проливать кровь, ставить на грань уничтожения свой народ, пропустите нас, мы пройдем через вас, пойдем на Грозный, на другие объекты. Но ингуши твердо сказали: нет, через наши земли вы не пройдете. Этот ультиматум, конечно, был воспринят деникинцами. Они не ожидали его, такого хода событий. Кто мог знать тогда, как обойдется советская власть с ингушами
поверившими в ее светлые идеалы. Да разве только с ингушами. Когда фашистов уже почти изгнали с территории СССР, война переходила уже за пределами СССР, в это время объявили целые народы пособниками гитлеровцев. И под этой маркой началось выселение в конце 43-го, начале 44-го многих народов Кавказа. И в том числе 23 февраля, именно в день Советской армии, были ингуши сняты со своих мест и депортированы в Казахстан. Я помню, я тогда был еще ребенок, ученик. В Казахстане я видел обвешанными орденами, но снятые, лишенные погон, эти наши бравые участники войны, которые прямо с фронта были сняты именно из-за принадлежности к своей нации. Это была величайшая несправедливость. Время неумолимо. Уходят цари-сатрапы, их режимы, неузнаваемо меняется общество. Политики извлекают свои уроки из истории. Есть только один путь. Это путь совместной работы, путь консолидации, возвращения к нашим добрым многовековым традициям. И сегодня мы на юге России это чувствуем, во всяком случае по Ингушетии. Мы все знаем, что русские офицеры, горцы считали за честь служить вместе в одной дивизии, в одном корпусе. Мы знаем, что воины-горцы высоко держали свою честь, они всегда уходили с поля боя последними. Это жизнь. Это жизнь. Многие сейчас, конечно, понимают, что это то, к чему надо возвращаться. К историческим нашим традициям, обычаям, лучшим, к самобытным. В горах без лошади не обойтись. Это и помощник, это и трудяга, это и работяга, и солдат. Как причудливо порой переплетаются традиции, доставшиеся нам в наследство от наших славных предков. Всадники дикой дивизии, правоверные мусульмане, с гордостью носили боевые награды, кресты с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А 90 лет спустя потомок целой плеяды георгиевских кавалеров, бойцов дикой дивизии, с не меньшей гордостью принимает высшую награду Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий награждает вас высшим орденом для светских лиц преподобного Сергия Радонежска второй степени. Поздравляю вас! Жили веками вместе мы с нашими братьями, которые исповедуют ислам, живем и будем жить. И еще одна грань нашей памяти. Ингушей знают и чтут память о дедах и об отцах. Этому можно только позавидовать, этим можно погордиться. Русский народ остался верным решению своих руководителей, которые когда-то связали судьбу с Россией. Россия создавалась как многонациональное государство. И сохранится, я в этом твердо убежден,
только лишь как многонациональные государства, а следовательно перед нами, перед органами государственной власти, перед органами исполнительной власти, перед органами, так сказать, глав субъектов федерации, перед общественными организациями. Стоит задача одна. Если мы за Россию, давайте воспитаем нашу молодежь достойными ратных подвигов и доблести всадников Ингушского полка. Потому что до революции это было настолько тесно переплетено. Еще раз спасибо президенту Ингушетии за поддержку и понимание. Генералы и политики не первый год спорят, какой должна быть современная российская армия и кто будет в ней служить. Это не военное училище. По статусу своему обычная школа-интернат. Правда, носит она гордое название «Горский кадетский корпус». И чтобы стать кадетом, надо пройти через очень серьезный конкурс. Дистанция 10 шагов. Давление направо. Первая колонна прямо, остальные направо. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Чарующая есенинская интонация обладает блеском того минерала, который существует лишь в структуре русской земли. Вооружение мотострелкового отделения. Пулеметы Калашникова, автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы, ручные осколочные и противотанковые Каждый гранаты. год кадеты-выпускники пополняют ряды вооруженных сил России, поступают в высшие учебные заведения Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, МВД и МЧС, и еще не было случая, чтобы кто-то из них срезался на вступительных экзаменах. Кадет Судаков, выйти из строя. Есть! Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единой судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдою служить России. 90 лет назад, после победы над железной дивизией Кайзера, сложили всадники Ингушского полка наивную и грустную, но такую задорную и лихую песенку. Она стала гимном. И сегодня ее вам охотно споет любой потомок отважных воинов дикой дивизии. Не знаю страха, не боится пуля, на свету атака, храбрый Мерчули. Пушками отбили, зарадом от души, вся Россия, знаю, джигиты ингуши.
России.